Меньше месяца осталось до главного спортивного события для всей Ярославской области и лыжной России. Этапка Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в Рыбинском Демино. А сегодня у нас в гостях директор лыжного центра Демино Алексей Старков. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Сколько будут стоить билеты и где их можно будет приобрести? Во-первых, я напомню, что 23 и 25 января 2015 года у нас очередной, 7-й уже этап Кубка мира по лыжным гонкам. С 23 по 25. 3 дня. И от лица оргкомитета мы приглашаем всех любителей лыжных гонок посетить Демино и поучаствовать в этом красочном мероприятии. Билеты на 3 дня. Первый день будет бесплатный. Все желающие смогут свободно попасть в Демино и смотреть первый день гонок. Второй и третий день – это проход по билетам, причем билеты различаются, билеты проход на трассы, билеты на трибуны. На трассы стоит 100 рублей, на трибуны 200-250. И финишная трибуна, которая непосредственно смотрит на финиш, 500 рублей. В принципе, вполне доступно, я думаю. Да. А что еще ожидает гостей, собственно, непосредственно кроме гонок? Понятно, что это основное событие. Что-то еще, может, планируется? Если сказать в 2 словах особенности этих гонок, то, во-первых, это гонки, которые проходят в течение 3 дней. Это будут интервальные старты, первый день пятница, спринт второй день и третий день скиатлон. Это со сменой стиля. И эти гонки отличаются тем, что, во-первых, для российской сборной это будет финальная точка, когда будет определен состав российской сборной. Поэтому самая многочисленная сборная команда, которая приезжает к нам, это российская. И любители и ценители лыжных гонок могут поболеть не только за корифеев, за именитых спортсменов с российской сборной, но и также за восходящих звезд. Они тоже там будут представлены. Это с одной стороны. С другой стороны, этап Деминский – это предварительная тренировка перед чемпионатом мира. Гонки очень похожи, что у нас, что в Фалуне, где будет проходить чемпионат мира. Поэтому все спортсмены со всего мира стараются приехать и посмотреть эти гонки, поучаствовать в этих гонках, потренироваться. А что значит гонки похожи? Трассы похожи? Да, и трассы похожи, и виды гонок. Соответственно, в отличие от предыдущих, может быть, этапов, у нас самое большое количество команд. 23 сборных команды участвуют в гонках. То есть это с точки зрения спорта. С точки зрения культурной программы, конечно, традиционно в Демино будет много музыки, танцев, веселья, ростовые фигуры и так далее. Вот эта движуха, которая каждый раз сопровождает массовое мероприятие в обязательном порядке. Будут организованы и уличное питание, и в кафе. То есть это будет такой массовый праздник, народное гуляние, сопровождающийся спортивным мероприятием. Ну вот помимо того, что посетить вот такое массовое, красивое мероприятие, можно ли будет в новогодние праздники просто приехать в Демино? Конечно. Попробовать трассы, мы например. приглашаем всех, и, конечно, каждый день в Демино работает и лыжные трассы, и то есть они доступны для посещения? Да. Прямо пробовать те самые трассы мирового уровня. И самое интересное, да, буквально за неделю можно опробовать, те трассы, которые буквально через несколько дней будут использовать мировые лыжные гонщики. А как же вы так пускаете всех остальных спортсменов на трассы, на которых будут потом Кубка мира проходить? Даже не спортсменов, а просто простых смертных. Да, так. Любители тоже могут приезжать. Дело в том, что трасса готовится, с одной стороны, заранее, то есть подушка подготавливается, ширина трассы, толщина подушки и так далее. И она каждый день правится, выравнивается и так далее. Поэтому это нормально. Мы закроем, естественно, за несколько дней до соревнований, чтобы окончательно навести лоск. И дальше мировые спортсмены покажут класс. А снег в этом году настоящий? Значит, по требованиям ФИС, на самом деле, мы должны обеспечивать наличие резервной трассы с искусственным снегом. Поэтому пушки работают уже месяц, мы генерируем снег, развозим его на трассы и так далее. То есть это маленькая часть трассы, на которой, в принципе, можно провести этап Кубка мира, все виды соревнований. А сегодня мы видим, что снег, в принципе, идет, и нам погода способствует. Мне очень понравилась фраза: мы генерируем снег. Так вот, кто генерирует снег, оказывается. Мы и Дед Мороз. Здорово. А вот есть же такая практика, как заготовка снега, да, вот впрок. Вы используете ее?
Да, значит, в истории Демина было несколько лет, когда мы собирали снег, закрывали его опилками, и он лежал все лето, чтобы потом, условно говоря, когда ноябрь наступает и какие-то минусовые температуры появляются, раскладывать ее на небольшую трассу. Это очень дорогое мероприятие. Вот. И, как Но оно правило, стоит того, наверное. Да, но стоит с точки зрения любителей, которые приезжают раньше всех к нам. Да, это стоит того. С точки когда зрения сезон экономики открывается? это... Когда сезон открывается? Мы открываем традиционно сезон где-то в середине декабря, 15 декабря, когда устойчивый минус возникает, когда можно будет хотя бы неделю, чтобы пушки снежные поработали и смогли накрыть трассу. Я правильно понимаю вообще, что можно приехать в Демино вот на эти 3 дня соревнований, прямо, собственно, там и жить эти 3 дня? Это не так, потому что Демино заселяется полностью всеми спортсменами. Ага. То есть сейчас можно приехать в выходные, новогодние каникулы. Конечно, мы всех ждем, всем рады. Когда происходит соревнование, то центр полностью закрывается для проживания спортсменов. Я, если позволите, еще хотел сказать несколько слов о зрителях. Так. Потому что зрителям необходимо добраться до центра лыжного спорта. Да? Первое, конечно, можно добраться автомобильным транспортом своим. Парковка верхняя, которая у нас есть на 3500 мест автомобильных, она welcome. Вторая... Вы уже готовитесь к международному уровню, да? Да, Английский вставляете периодически. Да, значит, второе, это автобусные маршруты, экспрессы, которые пойдут от Рыбинска, от железнодорожного вокзала в Демино. Это шаттлы в 10 часов начала, и они там через 15 минут стартуют в центр, вывозя людей. Из Ярославля будет организован подобный маршрут от железнодорожного вокзала главного. В 8:30 в 9 старт. И эти же автобусы возвращают людей обратно где-то в районе 15-16 часов. Гонки каждый из 3 дней начинаются в 11, заканчиваются в 4. Ну, я думаю, что для тех, кто не успел сейчас записать столь важную информацию, наверняка ее можно у вас на сайте найти. Более того, на сайте даже можно приобрести электронные билеты. В этом году мы делаем первый раз такую вещь, как продажа электронных билетов на этап Кубка мира. Demino.com, есть ярлычок, заходите, и в течение 5 минут вы можете приобрести любые билеты на любой день соревнований. Ну, здорово, международный уровень. во всем. 21 век уже. Спасибо вам огромное за рассказ о вашем событии, о том, что вы ждете уже гостей. Прекрасного вам Нового года. Да, И с наступающим. Да, и пользуясь случаем, я хочу поздравить с наступающим годом вас и всех зрителей вашего канала. И добро пожаловать в Демино. спасибо.